Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные события и встречаемся с наиболее интересными людьми. Сегодня у меня в гостях Лесь Подоровьянский. Салям алейкум. Привет. Я думал, как тебя представить, и в итоге не нашел. Как? Поэтому представляйся сам. Лесь Подоровьянский художник. В широком смысле. Ну, художник сейчас это вообще широкий смысл в нашу эпоху. Но некоторые люди себя прибивают к мостовой, там, А это тоже художник. Двери. Все что угодно, да. Я, признаюсь, давно хотел с тобой познакомиться, и мы перешли на «ты» вот сейчас по предложению гостя. Я испытываю огромное уважение просто к тебе, потому что для меня знакомство вообще с украинской сущностью, одно из знакомств, это как раз то, что ты делаешь, это твои пьесы, которые, к сожалению, нельзя ставить в прямой эфир общедоступной телекомпании, потому что там много такого специфического языкового контента русскоязычного. И то, с чего вообще началось мое знакомство, это пьеса «Кацапы», знаменитая, очень короткая, с определением того, кто такие кацапы и вообще с чем их едят, да? Или с чем они других едят. Я впервые слово «кацапы» услышал, как это ни странно, на Кубани когда-то. И там местные называли приезжих с большой северной земли вот таким вот словом. Меня это сильно удивило тогда. И вдруг выяснилось, что это потомки украинцев прямые, естественно, да, казаки тамошние. Уж не знаю, как сейчас там. Но они себя олицетворяли, вот именно противоставляли себя. А что для тебя вообще определение кацапы, вот как это ментально выглядит? Это очень странные люди, которые отличаются от всех остальных людей. И, кстати, тут ничего нет обидного, потому что они сами, в общем, это декларируют. Они говорят, что мы другие, у нас особые ценности, и у нас загадочная душа. Вот. У всех остальных людей душа как душа, у них загадочная. Но поразмыслив немножко, мы приходим к выводу, что загадочная душа всегда подсказывает только одно, что нужно всегда бить и обижать тех, кто меньше за тебя. Вот. Другой загадочности там нет. Потом еще там очень важная для кацапа вещь – это понты. Что такое понты? Это элементарно. Это казаться вместо того, чтобы быть. Вот. И я бы еще отметил это тупое упрямство. Тупое упрямство, понты. Вот. И желание обижать слабых, потому что без этого нельзя быть счастливым кацапу. Какие-то, может, я что-то упустил. Многие говорят, они мне говорят и пишут там в Фейсбуке везде, что вы обвиняете в чем-то народ, да, и это называется русофобией. А я всегда отвечаю, что к этничности, собственно говоря, строго говоря, к этничности отношения не имеет. Кацап — это этническое понятие или какое? Трудно говорить об этничности, если говоришь об империи, потому что она перемалывает всех. Вот. И какой-нибудь этнический русский, я вообще не уверен, существует ли он. Но империя перемолола всех и татар, и бурятов, и каких-то угрофинов, и черти знает кого, и они превратились в этих кацапов. Когда бурят едет на танке защищать русский мир на Донбасс. Да, и он, по сути, тоже кацап. Там очень мало людей, которые сохранили какую-то свою национальную идентичность. Хотя я не знаю, я их не так хорошо знаю. Может быть, где-то какие-нибудь на севере, какие-нибудь там такие былинные кацапы, которые красивые, которых рисует художник Константин Васильев. Был такой художник кичевый, который попал под поезд. А до того, как он попал под поезд, он рисовал такие картины, где очень красивые кацапы. Которых, я не знаю, может, они существуют в природе, может быть и нет. Да. Но они такие очень нордические. Они даже похожи на викингов и чуть-чуть с таким нацистским таким уклоном. Но если такие кацапы, как ты описываешь, существуют, то, возможно, их и не надо называть кацапами. Возможно.
По крайней мере, вот не кажется ли тебе, что главная вообще идея, если ее назвать вообще можно национальной, да, потому что национальная идея, она как-то в себя направлена, да? Главная идея, как ты сказал, это вот отбирать, забирать чужую нефть, чужой газ, чужие территории, там, не знаю, чужой язык, чужую церковь, да? Вот эта потребность, я не могу ее объяснить. Вот ты человек, философ более глубокий. Ну, расскажи мне, почему это, откуда взялось? Мое кацаповедение говорит о том, что оно им тоже нахер не надо. Вот. Оно, может быть, им важен сам факт забора важнее, чем владение. Потому что владеть они, в общем, не умеют. Ну, там, ну, вот, допустим, когда Рим завоевывал какую-нибудь дикую Германию, он что делал? Ставил там водопровод, театры, все. Был такой император Адриан, который вообще без боя вот так вот уговорил германцев. Он говорит, вы будете только всего лишь служить в армии, но зато у вас будут сортиры теплые и театры, все вот как у нас. И те сказали, хорошо. А что может предложить русский завоеванному народу? Отобрать у него что-нибудь? Ну, отобрать он сам это, в общем, все, оно ему не нужно. Он ему не умеет этим пользоваться. По большому счету, пользуются они в основном нефтью и газом у северных народов, отнятым без всякой ренты, да? И даже не перерабатывают его, в принципе. Это все сразу в трубу уходит. А, кстати говоря, мы о религии чуть-чуть затронули краем. Вот я хочу, чтобы мы посмотрели, ну, у нас эпохальные события же. Собор поместный, и у нас теперь своя единая церковь, ну, у нас. Я атеист, например, я не знаю, как ты. Вот. Ну, я не совсем атеист, но я человек совершенно не церковный, я просто верю, да не то, что верю, я просто, это очевидно, что существуют какие-то высшие силы, которым мы не можем разобраться. Ну, наверное, можно сказать, что и так примерно тоже считаю, потому, ну, просто понять это невозможно, представить невозможно, раз нет фактов, значит, пока будем думать над этим. Да. Посмотрим цитату нашего президента, который, ну, вы сами сейчас увидите и потом прокомментируете. Сьогодні, 15 грудня, прошу всіх, хто зараз нас дивляться, всередині України, по всьому світові, запам'ятайте дуже добре, цей день увійде або вже увійшов в історію України як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви України. День остаточного здобуття нашої української незалежності від Росії. І Україна тепер вже не буде пити, кажучи словами Тараса Шевченка, з московської чаші московського труту. Ну вот чем-то даже Петр Алексеевич на Деда Мороза похож. Вот такой он делает подарок нации. Но вот как ты считаешь, тут все копии обломали в Фейсбуке. Говорят, что он лезет не туда, куда ему стоит лезть, что государство лезет в религию, что того не надо, этого не надо, то сделано не так. Вот какая твоя оценка этого события? Я считаю, что он уже вошел в историю. Порох — великий человек. Именно Тут так. у меня другого мнения быть не может. И если бы он просто бы присутствовал, это одно дело, но у меня есть сведения, что он приложил к этому руку. А кто еще, вот, на твой взгляд, к этому руку приложил? Эрдоган. Тоже Без Эрдогана это бы все не прохиляло бы. А знаешь, кто подружил их с Петром Алексеевичем? Нет. Мустафа Джемилев, насколько мне известно. О, значит, Мустафа Джемилев тоже великий человек. Все причастны к этому. Я бы хотел, на самом деле, поблагодарить, знаешь, кого? Мне кажется, ну, говорят об этом, но не так много. Для меня, вот серьезно говоря, патриарх Филарет, который сейчас называют почетным патриархом, да, как бы вот нового избрали предстоятеля у новой церкви, но огромное уважение вызывает то, что он много-много лет назад, не имея никаких гарантий того, что он, в принципе, доживет до этого момента, создал независимую от Москвы украинскую церковь. И сейчас вот он настолько он как-то не по-старчески, вот как это, по-старчески в качестве старца, да, он сделал свое дело и отошел. Ну, на мой взгляд, это просто величайший поступок человеческий. Да, это прекрасно. Ну, теперь ему будет жить скучно.
Ты думаешь, он раньше веселился часто? Ну, когда ты все сделал. Вот я знаю точно, когда ты написал работу, и у тебя даже получилось, ты 15 минут гордишься, а потом наступает чувство опустошения. Хорошо, если у тебя есть новый холст, и ты можешь бросаться на него, как на какую-то новую красавицу, с которой ты только что познакомился. А если холста нет, красок нет, и в голове нет идей, тогда очень грустно. Но он немножко старше все-таки нас. Да, но... Вообще, конечно, представить себе, вот я иногда так думаю, сижу, вот человек, он же большую карьеру в церкви сделал, ну, в официальной церкви тогда. И для священника получить от церкви, где ты служил, получить проклятие анафему, которое непонятно, когда бы вообще сняли, но это было такое, ну, я не знаю, как он на это решился, честно. Вот как ты думаешь, что он думал тогда, когда создавал отдельную церковь и был проклят всеми практически вокруг? Ну, вероятно, если бы он верил в эту анафему, он бы пошел и повесился, как Иуда. А я думаю, что ему было насрать. В самом таком религиозном А иначе, да, иначе нельзя ничего делать. Тебе либо насрать, либо ты идешь покупать веревку с мылом. Что дальше делать нам с Русской Православной Церкви в Украине? Да ничего с ней не надо делать. Она тихо сдохнет сама по себе. Это такие вот вещи, про которые писал Лао Цзы насчет трупа, который мимо тебя плывет. Сиди и медитируй. Да ладно. Это правда. Но они не хотят сдыхать, они уже предали анафеме всех, кого можно. Это ничего. Ну, что такое церковь? Это же не здание, это же паства, прежде всего. Паста – это, в общем-то, такое понятие возрастное. Вот. Когда они естественным образом уйдут в страну великого Маниту, вот, следующее поколение придет уже в эту церковь. Это вообще не совсем моя тема. Я не знаю, как это все. Но мне кажется, это совершенно естественным образом отомрет. Ну, у них там дисциплина. Им приказы отдают, как в армии. Вот. Да. Ну, это для меня вот эти вот все события, они не имеют отношения к вере в Бога, а это вопрос национальной безопасности прежде всего. Вот. И это совершенно правильно с точки зрения безопасности нации. Ну, тут наши мысли абсолютно совпадают. Я не понимаю людей, которые говорят, зачем вам это надо, вы меня извините. Ну, это так очевидно. Кстати, еще одну фразу твою, одну из первых, которую я услышал. У меня есть друг, Ваня Ленью. Я его знаю. Да, ему Ваньку, привет. да. От тебя с ним разговаривал час назад. Вот, и вот эта фраза, как ее произнести в эфире открытого канала, наша национальная идея. Факов, можно сказать. Ну, можно, да. Почти. Ну, отстаньте от нас навсегда. Да. Да. Вот так примерно. А как ты до нее дошел и когда она родилась? Это совершенно спонтанно. Во время Майдана я встретил одного своего знакомого, а он журналист. И он говорит, ну скажи что-нибудь, скажи. Вот. Ну, там вот это вот, вся эта гуща, эти толпы. Ну, я и сказал. Все. Как-то совершенно было с дуру, спонтанно. Знаешь, как я россиянам отвечаю, когда они начинают что-то рассказывать мне про Украину? Я ничего им не пишу. Я делаю этой песне ссылочку и отправляю. Реакция личная просто. Действует как кол осиновый. А вообще, вот долго же Украина боялась произнести эту идею, что все, навсегда, прощайте, друзья, занимайтесь собой, к нам не лезьте и так далее. И, пожалуй, нынешний президент, я Кучму не буду считать, он все-таки говорил одно, делал другое. Он говорил, Украина не Россия, тем не менее вел вот эту двухствольную политику, которая в итоге вот она и привела к этим, на мой взгляд, к этим соглашениям, к этому флоту, к аннексии и так далее, и так далее. И Порошенко, пожалуй, первый вообще президент в истории Украины, который прямо сказал, все, до свидания. Он произнес слова «Прощай, немытая Россия», а сейчас появилась новая фраза «Геть від Москвы, даешь Европу». И вот как раз он об этом заявил, когда церковь учреждали. А давай послушаем нашего президента. На Україну шуток не скаль, цитував я. Цитував я колись Маяковського ще в серпні 2016 року на параді на честь 25-ї річниці незалежності. І наші Збройні сили
щонедень то міцніше тримають оборону. І це точно не жарт. Прощай, немитая Росія. Сказав я на Європейській площі, коли ми вибороли безвіз, згадував Лермонтова. І таки прощавай. До свидания, нас ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Це слова адресовані Москві вже восени цього року. І таки до побачення. Геть від Москви. Даєш Європу. Тепер ці крилаті фрази українського письменника початку минулого століття Миколи Хвильового стали частиною нашого політичного словника. І вони дуже влучно передають суть нашої державницької стратегії, нашого впевненого курсу до Європейського Союзу та НАТО. Ну как тебе? Красиво же говорит. Да, нормально. Мы просто должны понимать, что исторические события имеют свою логику. И в 1991 году не могли выбрать Черновола. И не могла Украина пойти так. И они не идут так, как нам хочется. А они идут только так, как они могут идти. И вот все говорят, что вот мы 25 лет коту под хвост. Да, это именно так. И по-другому быть не могло никак. Вот такая реальность. И реальность это не только в Украине, а всюду. И французская революция могла произойти только в 1789 году и никак иначе. И дальше, и дальше, и дальше, если мы будем брать любой факт, он мог быть только вот так вот и никак иначе. Мне рассказывали, как Янукович, стоя в Вильнюсе на здании музея, где был вот этот саммит, где он должен был подписать Евроассоциацию, он стоял, и ему позвонили. Ну, примерно понятно, кто ему звонил. Он изменился в лице, его окружили охранники, и он даже не подписал, вот, знаете, почетных гостей вот где в музее. Ему директор, не директор рассказывал, предлагал написать, охранник сказал, ничего не будет подписывать. Они боялись, что ему дадут подмахнуть Евроассоциацию случайно. Вот. А если предположить, что Янукович был менее трусливым, менее зависимым от Путина, и вот он подписал бы эту Евроассоциацию, а исполнять бы ее не стал, и не было бы Майдана, например. И вот тогда твоя теория немножко рушится, нет? Нет, ничего не рушится, потому что я тогда, когда он поехал в Вильнюс, я Бога молил, чтобы он не подписал. Потому что если бы он ее подписал, он бы вернулся назад императором на белом слоне, помахал бы этой бумазеей, и все бы ему аплодировали, и мы терпели бы его до сих пор. Но поскольку он мудак, и те, которые ему дают советы, такие же, как и он, а по-другому не бывает, вот теперь мы получили то, что есть. И мы дальше переходим к моей теории. Представь себе, что они не отобрали бы у нас Крым и Донбасс. Могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же жопе. Очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. Мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо. А на самом деле, потом, по прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход. И это было хорошо. В перспективе хорошо. Хотя, может быть, сейчас нам кажется, что это очень херово. Ну, просто... И поэтому я просто хочу продолжить, что на самом деле они же все время дают штангу. Каждое движение, но это фактически цуксванг. Все, что они делают. И в итоге, кому мы обязаны вот незалежностью и всем вот этим 4 года и взлетом национального сознания, вот этим вот Томасами всем мы обязаны только одному человеку, Путину. Не нам, а Путину. Он все это замутил. Если бы он это все не замутил, ну вот, если бы он был бы человеком каким-то умным. Вот у нас революция, допустим, Янек сбежал. Он бы сказал, какие вы замечательные наши братья, вы прогнали этого коррупционера, вот вам деньги на развитие, все. Элита была бы разложена тут же.
Вот. Мы стали бы тут же прекрасной большой областью этого Казахстана. Почему он аннексировал Крым? Что это было? Ну, это кацапская жадность, и не от большого ума это все делается. Тут почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие, значит, мудрые люди, они все просчитывают, а они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг – это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок. Именно поэтому у меня есть очень сильное убеждение, что все идет так, как нужно. То есть нам просто надо ждать, терпеть и бороться. Как-то помогать им в этом смысле. Помогать делать как можно больше ошибок. А системность этих ошибок уже набрала такую энтропию, что это уже нельзя исправить. Они идут с завязанными глазами к большущей яме. Очень хорошо было бы, если бы они этого не слышали, потому что они тогда могут скорректировать свои действия. Нет, они не скорректируют. Они не скорректируют, знаем, потому что мы знаем о тупом кацапском упрямстве. Мы пьесу Кацапа слушали все, а некоторые даже писали. Да. У нас звонок от телезрителя, потом продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос нашему гостю, пожалуйста. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене чути добре, так? Добре. У мене до пана Леся таке запитання. От ви говорите про національну ідею, там національний вибір. От в Україні є такий філософ Сергій Бацюк, так? Він пропонує таку формулу «Україна не нація, а цивілізація». Тобто ми мусимо мислити глобально, не в рамках нації, тому що це націоналізм, це щось таке от вже, яке віджило, так? Ну, наприклад, цивілізація китайська, та є там Ізраїль, це цивілізація. Тобто, коли ми прагнемо в Європу, то ніби ми міняємо Москву на Європу, і знову ж таки українського тут лишається мало. От що думає пан Лесь з цього? Треба нам Європа? Чи нам, можливо, треба будувати щось своє і, можливо, в перспективі краще за європейське, тому що і сам Європейський Союз зараз має дуже великі проблеми. Дякую за увагу. Дякую, зрозуміло. Насправді, що таке Європа, це дуже загальне поняття. Коли ви приїжджаєте в Європу, ви не бачите Європи. Ви бачите Францію, Польщу, Іспанію і все таке інше. От вам і відповідь на це питання. І коли Україна і так Європа, я вважаю. Просто формально закріплення її в Європейському Союзі, на мою думку, це мало що значить. Тим не менше, буде ходити, наприклад, не гривня, а євро. Що в вашій свідомості від цього зміниться? Я не знаю. Але Україна залишиться Україною так же, як Іспанія залишиться Іспанією. В Іспанії є коріда, у нас, я не знаю, що у нас є. У кацапов за 300-400 лет не получилось из Украины переделать в Россию. Да, навіть у кацапів не вийшло. Ми залишимося Україною, Франція, Францією. Я взагалі тут не бачу ніякої проблеми. Тому що в Європі ніколи ніхто нікого не утискав національну свідомість. По крайней мере, в последние 70 лет. Їм це просто не треба. У нас звонок еще один по Вайберу. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите, кто вы, откуда и задавайте вопрос. Салям алейкум. Алейкум салям. Меня зовут Джавдет с Крыма. Я согласен, мне понравилось, как гость студии говорит, высказывает все. И есть такое выражение, все должно быть так, как должно быть, даже если будет наоборот. История делает свой круг, и все придет в точности так, как должно быть. Так что не нужно делать резких движений, все постепенно восстановится, и все будет, я думаю, хорошо. Я тут не увидел вопроса, но я вижу, что вы, как и я, любите даосизм. Ага. У нас еще в Крыму есть поклонники даосизма, в широком смысле слова. Мысль на самом деле понятная, да, что Россия обречена на, собственно, то, о чем ты говорил. Но единственное, конечно, мы живем сейчас, мы же не живем ни в прошлом, ни в будущем. И, конечно, для нас, для крымских татар, да, это, конечно, потеря электората этими пророссийскими силами, там же большинство привезенных опять кацапов, да, жило и живет, сейчас еще больше. Но для нас это потеря Родины, которую мы едва обрели как раз в 2013 году, когда
крымские татары почувствовали себя, у нас появилась уже развитая телекомпания, вот, на которой ты сейчас присутствуешь, АТР, да, крупнейшая, самая успешная в Крыму. Мы начали снимать кино, у нас ученые, врачи лучшие в Крыму, крымские татары стали. То есть мы только вдохнули на своей земле, и вдруг это все оборвалось. Вот, а чем закончится история с Крымом? Для вас, конечно, для крымчан, для татар, это, конечно, не аргумент, то, что я сказал. Но у меня нет слов утешения. Я просто могу сказать, что нам выпало жить именно в это время. И именно эти испытания выпали на нашу долю. И наша задача, в общем, прожить и как-то достойно и выиграть. Вот. А вопросы стратегии, ну что толку, что я буду об этом говорить? Я же не у власти. Кому интересно, какая стратегия? Ну, не знаю. Мне кажется, у власти не умнее. Стратегией должны заниматься стратегией. Наполеон должен заниматься стратегией, а не сержант какой-то. Разве у нас сейчас есть Наполеон? Нет, но все равно кто-то на должности Наполеона. А я всего лишь рядовой, который какое-то недолгое время даже был ефрейтором. Куда там мне стратегом быть? У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос. Доброго вечора. Добрий Я вечір. з Очакова. Дуже з великою повагою відношусь до вас, пане Айдер. Хотіла задати питання вашому гостю. Давайте. Скажіть, будь ласка, я особисто переживаю за вибори. Я прихильник президента діючого Порошенко. І ви знаєте, я навіть не знаю, як сказати свою тривогу. Якщо наш народ зробить таку велику помилку і вибере, наприклад, Юлію Тимошенко, якій я не довіряю. Як ви вважаєте, прогноз ваш? Хотілося б почути вашу думку. Ну, я не лізу ніколи ні в Ванги, ні в Касандри, але я вірю в мудрість українського народу. Це по-перше. І мудрість українського народу проявляється в тому, що коли він навіть робить кроки, які всім здається дебільними, але потім, коли проходить час, ми бачимо, що це були єдині вірні кроки. І я можу сказати на дуже свіжому прикладі, коли український народ в 2010 році вибрав Януковича, то всім, і в тому числі мені, здавалося, що більш дебільного вибору бути не може. Але зараз я розумію, що це був єдиний правильний вибір. Чому? Тому що якщо б ми вибрали б, наприклад, Тимошенко, то ми б зараз сиділи в глибокій сраці. Не було б ніякого Майдану. А саме вибір Януковича потім спровокував Майдан. Я не знаю, чим думає цей народ, коли він вибирає, але, можливо, там більше Ванг і Касандр, ніж в мені сидить. Просто уявіть собі, це те, що я казав, що ми не можемо трактувати події в той час, коли вони відбуваються. Нам здається, що це погано, невірно, але зараз я бачу, що це єдиний був мудрий крок українського народу. Можливо, я таким чином відповів на ваше питання. Смотри. На самом деле спектр политический, как по мне, не очень хороший, кандидатов на выборы, да. И есть достаточно вариантов, что придет к власти политик пророссийский, политик, готовый с Путиным договариваться, понятно, на каких условиях. Потому что Путин никому никаких уступок в жизни никогда не делал и не собирается, в его нынешнем положении, и я бы не делал уступок, поскольку весь мир разводит руками, он захватывает Крым, захватывает море, и нормально живет, и газ, и нефть в Европу продает. И для меня такой критерий есть в проверке кандидатов в президенты. Надо у них спрашивать, как ты лично относишься к Путину. Вот лично, как ты к нему лично, не как к функции, не как к стране, лично. И на этом вопросе кандидаты начинают сыпаться, потому что они знают точно одно – закон мафии.
Если ты сказал, допустим, что главный в мафии твой личный враг, или ты его ненавидишь, то тебе крест на всех разговорах с ним в дальнейшем. И все, кто либо сейчас с ним разговаривает, либо планирует делать это в будущем, они как-то уходят от этого ответа. Да? И вот если такой человек, ну, так получится, как с Януковичем, вдруг там, ну, гнев народа, там, может быть, там, цены там высокие, еще что-то еще, и вот выберется такой человек. На мой взгляд, это очень опасно. Ну, я не буду свою версию говорить, я хочу твою услышать. Что может быть после этого? Это очень усложнит. Ну, в конце концов, мы все равно вырулим. Это усложнит, но ненадолго. Но единственное, что в этом хреново, что может быть больше крови. Тут такой народ, понимаешь, я не знаю даже, хорошо это или плохо, но вот они выберут сегодня начальство, а завтра начинают купать его в говне. Причем совершенно все равно какое. Хорошее или плохое. Прямо завтра. Да. Причем совершенно все равно какое начальство. Хорошее или плохое. Был такой гетман Сагайдачный. Это был не самый плохой гетман. Так его пару раз скидали из гетманства вот по тем же соображениям. То есть это где-то в глубине этого народа сидит ненависть к начальству. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны это как-то ведет к анархии. Я с этим до сих пор вопросом не разобрался. Но любой человек, который позволит себе что-то такое, вот, ну что-то вот такую хрень, да, он моментально будет в говне. Но нам бы самим там не оказаться. Ну, часть попадет на нас, конечно. Это усложнит все, но не критически. Я не верю в какие-то катаклизмы, потому что замысел высших сил по поводу Украины для меня очевиден. Не хотелось бы, конечно, всего этого говна, но если что, мы потерпим и выберемся все равно. Значит, ты сказал про то, что гетман Сагайдачный несколько раз его убирали. У нас один хан крымский 4 раза был переизбран, но его сбрасывали опять, сбрасывали опять. То есть там такие же, в принципе, похожие. А хан был хороший? А кому какой? Ну, Сагайдачный объективно был хороший. Ну. Вот. И он им не нравился все равно. Это же казанская демократия. У нас звонок еще один по Вайберу, может быть, и из Крыма даже. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте ваш вопрос нашему гостю. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, вы в эфире. Вы не поверите, это опять Очакова беспокоит. Верим. У меня вопрос к вашему гостю. Ну, раз касательно выборов, такая тема. Скажите, да, ну вот теоретически на эту же тему, если приходит кто-то пророссийский, да, допустим, к власти, там, ну неважно, Тимошенко, там, все, кто рядом с ней, вот они реально не боятся, в Украине воевало около 300 тысяч человек атошников, что это будет просто уже не Майдан, они даже взлететь не успеют, если они придут к власти. Как вы считаете? У них хватает на это мозгов с этим смириться или нет? Я считаю, что они вообще просто об этом не думают. Они не думают, что будет дальше. Они вообще не шахматисты. Они ну, вот, на уровне первоклассников шашки. Вот. И те, кто голосует за них, в общем, тоже не думают. Потому что они думают так. Ага, это, значит, наш кандидат, вот он придет к власти, и мы будем мутить какое-то свое говно, потому что, значит, у нас там бабки, у нас и все. Ну, и они в первую очередь будут в пролете, потому что если будет плохо, то плохо будет всем. И им тоже. Но поскольку они тупые, они об этом не думают. Они думают улететь, наверное, самолет летать. А какой смысл? У них все здесь. Да ладно. Вот. Ну, может быть, кто-то, у кого где-то там, вот, он улетит. Но тоже какой смысл улетать? Улетать же, чтобы не возвратиться. Нет, будет всем херово. Вот в чем дело. Поэтому надо думать. Надо думать, что такого, что вот будет плохо всем, а мне хорошо, не будет. За путь политики задумывается, да. Это сам Подеревянский сказал. А у нас еще звоночек. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Константин, Днепр. Я хотел поддержать вашего гостя
в том, что не все делается, наверное, зря. Ну вот, например, мое отношение к крымским татарам до 2013 года, ну скажу так, я знал о всех этих вот гонениях, несчастьях, но тем не менее какое-то определенное было, ну немножко настороженное отношение. Сейчас, после событий 13-14 года, ну практически я полностью солидаризируюсь с вашим народом, готов голосовать и за автономию, и за все остальное. То есть, я так понимаю, что после того, как все эти события пройдут, то наши отношения будут совершенно другие. И наши отношения будут действительно братские. И наша страна, будет намного более единой, чем на сегодняшний момент, или, вернее, до 2013 года это все было. Ну да, наверное. На самом деле, да, это так. Все же, как сказал наш уважаемый зритель, мы всегда чувствовали себя братьями украинцев. За украинские все партии, в том числе за Черновола, которую ты упомянул, голосовали крымские татары в Крыму, практически больше никто. И за все вот проукраинские партии, просто даже перепись проводить не надо. Надо брать было процент голосовавших за проукраинские партии, вот демократические, да, и это был процент крымских татар в Крыму. Это просто проверяется легко по любым выборам. И тем не менее, украинская тогдашняя власть боялась почему-то не кацапов, а боялась крымских татар. Крымским татарам не давали, не брали в СБУ, которая предала Украину на 97% в Крыму, не брали. Ну, понятно, куда не брали. И вообще была такая шизофреническая идея, что крымские татары, они такие турки, они хотят жить в Турции, хотят разрушить Украину и так далее, и так далее. Сейчас вот вроде такого уже нет. И опрос проводил специально по заказу там вот комиссии по изменению в Конституции. Более половины украинцев поддерживают крымско-татарскую автономию. Это примерно столько же, сколько за НАТО и за ЕС в Украине. Осознанных людей. Это невероятная цифра, мы такого представить себе никогда не могли. Очень благодарен за это украинцам. Именно то, о чем ты говоришь, что разумных людей на самом деле больше у нас. А какое твое мнение? Вот для крымских татар сейчас очень важный вопрос нашей поддержки, нашего будущего. Это крымско-татарская автономия, как коренного народа Украины, о чем и президент говорил уже несколько раз. Это ваша земля. Тут другого вообще быть не может. Это ваша земля, и вы должны быть в Крыму. Конечно. Тут я не понимаю вообще какой-то другой точки зрения. Ну, а если брать так наукообразно, то любой человек, который знает историю, знает, что все победы украинского войска были всегда связаны с наличием в ней татарской конницы. И всегда, когда татарская конница отсутствовала, всегда были поражения. Так что это вот тоже как-то надо. История – это такая вещь, которая с ней не поспоришь. Если конкретный вопрос поставить тебе, ты за крымско-татарскую автономию в составе Украины? Да. Я за. А теперь я продолжу насчет конницы. Недавно выставка была, как недавно, год назад, здесь, в Киеве. Из частных коллекций собрали оружие, там 16-17 века. И там было два алема, навершие на знамени, крымско-татарских настоящих. И так по срокам подходило, что хотя бы один из них был при сожжении в Москве. Вообще крымские татары в Москву сжигали дважды. И вот есть такая все-таки в чем-то кацапы правы, вот Бог любит троицу, они говорят. Вот есть такая поговорка. Вот третий раз как-то мы не хватило времени, настроения, и вот мы... Порох отсырел. Вот. Почему? Вот для меня вопрос действительно такой философский, исторически, не знаю, какой странный, да? Вот было много государств. Крымское ханство довольно сильное было. Была Османская империя большая, да? Была Речь Посполита, уния была литовское княжество. И была такая довольно небольшая Московия, да? И вот эти народы то между собой как-то не договаривались, то что-то происходило в их государствах. И вот как-то мне кажется, что все время не столько они прикладывали усилия к тому, чтобы завоевать нас, да, сколько мы сами из-за того, что не могли внутри себя договариваться между собой, давали им все шансы. В итоге Польша, Украина, Балтия, Крым и так далее. Да, нет ничего стабильного. Если мы сейчас посмотрим на Монголию,
Вот, это вот Монголия, да, а не было более грозной силы там в 13 веке, допустим. Что такое была Монголия? Это, ну, в Триесте, это там, где на границе с Италией. Это, значит, одна граница, а там, где Китай, это даже представить себе невозможно, что это было. И вот оно сейчас, вот Монголия. И ничего такого вечного нету здесь. Это нормально. А будет граница между Украиной и Китаем? Не будет. Не будет, я не думаю. Будет? А что там будет? Ну, разве что Китай сюда полезет. Китай не интересует эта территория. Китай, вот, и даже до Урала там его не все интересует. Его вполне устроит то, что ему сейчас отдадут кацапы. И я думаю, они правильно делают, что отдают. Они понимают, что если они сейчас им это отдадут, то они хоть какое-то бабло за это получат. Потому что Китай берет это сам, то никто не получит ничего. А что ты имеешь в виду под словом «отдают Китаю»? Ну, там идет китайская экспансия на вот все Забайкалье, на все там это. Русской рабочей силы вот. нет просто. Ну, просто ее физически. Да, они заселяют эти места тихо, без всякой войны. Им это не нужно, они и так это все. Потому что поскольку Китай мыслит поколениями, поколение по китайским это меркам 28 лет. Вот. 28, ну там столетиями у них, они мыслят стратегически. Через лет 100 эта вся территория будет китайской. Даже, я думаю, раньше. Вообще, а какая судьба ждет нынешнюю? Вот в России есть такой сорт людей, русские либералы, которые говорят, что Россию надо реформировать. Ну, каким-то образом так реформировать, эдак реформировать. А вот мое мнение, что реформировать это уже невозможно, и эта империя должна... Ну, я не хочу ничего своего говорить, я хочу твое мнение знать. Все-таки ты не говори, ты много чего предсказывал в своей жизни, поэтому... У нас тут дискуссии с тобой не получится, потому что я считаю точно так же. Это даже будет неинтересно, потому что тут я ничего не могу возразить. Она, естественно, ну, мы видели это, как это делается, там Рим, там и тому подобные вещи, там Ассирия. Ну, сравнивать Рим с Кацапией как-то, нет? Ну, все равно империя, да, какие-то. И даже бывают такие вещи, что потом ничего не остается. Например, вот Ассирия, и что, я знаю ассирийцы, которые чистили ботинки на Бессарабке, это вообще люди без своей родины. И такое бывает, это трагично. А это был Вавилон и вся эта вот великолепие. Так что можно всего ожидать. И на Бессарабке там будут стоять будки, вот, где будут чистить обувь люди, которые будут называть себя русскими. Вполне может быть. Я бы им не доверил. Ну хорошо, но все-таки есть небольшое противоречие, ты говоришь, все как у всех, но ни одна империя не дожила до нынешних времен, только одна. И все остальные империи рухнули достаточно давно, а эта рыпается, она вооружена, агрессивна и очень самоуверена, на понтах, как ты говоришь. Это ничего не значит. Почему так? Ничего не значит. Никакое вооружение, никакие понты ничего не стоят, когда наступает время X, вот так вот все валится сразу. Я помню, как завалился совок, я сам охренел. Да, конечно, как-то у меня были предчувствия, но я не думал, что так быстро. А если коротко сформулировать, вот вроде бы приезжают русские, опять же, иногда сюда, да, и смотрят, говорят, да у вас все как у нас. И глянь, люди по-русски говорят, и лица похожие, и как бы и березки даже есть в каких-то местах. Вот. А в чем вот концептуальная главная разница между Украиной и Россией? Ну, я даже не могу сказать. Они тут не в украинцах дело. Они вообще другие. Они вообще ни на кого не похожи. Потому что украинцы, в принципе, похожи на всех остальных людей. А русские нет. Они не похожи ни на украинцев, ни на французов, ни на чехов, ни на вообще ни на кого. Так они сами говорят, что они другая цивилизация. Так они, да, они сами так и говорят. Так что я не сказал ничего русофобского здесь. Я хотел о таком явлении поговорить, к сожалению, распространенном. Оно меня сильно бесит. Я не знаю, как тебя это, как украинца, бесит, но меня, как крымского татарина, человека, любящего Украину очень давно и живущего только 3,5 года, меня сам вот все остальное мне как-то меньше интересует. Но меньшевартость вот это,
она меня просто добивает во всех проявлениях. Вот в этих, зайдешь в любое караоке киевское, там этот Лепс, рюмка водки на столе, да. В интернет, оказывается, запросы поисковые в Гугле, да, русские песни там ищут, что-то такое, да. И вот, может быть, мы с тобой в каком-то особом мире живем, что вот мы этого не чувствуем, а много людей живет в страшной зависимости, в каком-то магнетизме этой недоимперии. Ну, это отрыжка в совка. И это уйдет. Но на это нужно время. Это не является национальной чертой. Это просто отрыжка совка, которая вот так вот нужно время для того, чтобы иначе не получится. А какие-то национальные черты, это то, что не уйдет. Это вот, например, мы дуже любимо сумувати. Это наш национальный спорт. Мы очень любим плакать. И это какой-то такой уже национальный анонизм какой-то, от которого плакать. мы... Да, плакати, сумувати, жалкувати, грустить. Мы сумуємо, мы тащимся от того, что мы сумуємо. Это какая-то такая мастурбация. В этом есть какой-то национальный кайф. С этим уже ничего не поделаешь. Я всегда думал, почему празднуют всегда Берестечко. Что там празднуют? Мы проиграли Берестечко. Но Берестечко все празднуют. А почему-то этот Сборов, там, где 300-тысячная армия Богдана окружила поляков, никто не празднует. С этим ничего не сделаешь. Это такие национальные черты. Мы очень любим смаковать свои поражения, сумувати. В этом есть какое-то даже обаяние. Я о культуре хочу еще поговорить. Почему украинцы, очень многие, настолько сильно зависят от русской культуры, в целом, я не знаю, там что-то можно назвать культурой, что-то нельзя, что вот они скупают билеты на гастроли каких-то российских исполнителей. Я даже среди журналистов наблюдаю вот это. Они свои медиа не читают, они ходят читать «Медузу», там, какой-то СНОП московский, где совсем там такие другие. То есть их тянет вот как магнетизмом. Я пытался некоторых за грудки трясти, там, фигурально. Говорю, зачем ты это делаешь? Они там все давно скурвились, и ты живешь в свободной стране, что ты туда все время так смотришь, да? И даже образованные люди, и проукраинские даже люди так делают. Вот что с этим делать? И вообще наше государство достаточно делает, чтобы нас оторвать от Мало времени прошло. Мало времени прошло. Ты слишком многого от них хочешь сразу. Я могу это понять, но так не бывает. Мы совсем недавно еще отрезали эту пуповину, даже не до конца мы ее отрезали. Мы сейчас еще ее режем. А Петр Алексеевич нормально отрубает? Что Петр? Петр Алексеевич нормально отрубает пуповину? Он делает, по-моему, достаточно. Он делает то, что может сделать именно Петр Алексеевич. Могут быть претензии, но что-то я не слышал, чтобы кто-то хвалил его вообще за что-то. Может быть, только я один могу его похвалить в качестве компенсации. Все его ругают. А это, кстати, лучший президент за все время Украины. Лучше, давай конкретно, назови. Конкретно раз, два, три. Конкретно, раз, два, три, назови. В чем ты считаешь, он самый лучший президент Украины? Это безусловно, церковь, раз. Вопрос, да. Безвиз, два. Антикацапская коалиция, 3. Армия, 4. Вообще-то он же по должности, он отвечает только за 2 вещи. За международное становище и армия. И все. И у меня нет претензий. Я не военный, можно было бы сделать лучше, но я понимаю, насколько это заскорузлая система. Эта система такая же, я служил в советской армии. Это очень сложно поломать. За 4 года, как это? Это еще сложнее, чем Министерство образования. Или, может быть, почти так же. И что нам делать с культурой? Как оторваться именно от этой зависимости? Некоторые говорят, и я, кстати, даже где-то поддерживаю, что, в принципе, чем меньше русского языка звучит, в принципе, везде, да, это как питательная среда, в которой расходятся эти волны русского мира. Хочет и не хочет, но живут там в Бразилии русскоязычные, да, и туда Путин долетает, да, это как провода такие, да.
Вот с другой стороны, нельзя же там запрещать, типа, все русское там говорят и так далее. Вот где-то середина и где тот вариант, или середины нет, надо действовать именно вот в интересах безопасности, резать как с Томасом, не дожидаясь перитонита. Во-первых, украинская мова, она долгое время находилась как-то в каком-то второсортном состоянии, и поэтому, конечно, она нуждается в протекционизме. Не находилась, держали там. Да, ну это очевидно. Там, я не буду вспоминать все эти валуевские там указы, все эти циркуляры еще при царе. И, конечно, она нуждается в протекционизме, это очевидно. Но это все умно надо делать. Вот, потому что масса русскоязычных людей, которые плохо говорят по-украински, но они являются украинцами, и никаких к ним претензий быть не может, они украинские патриоты. Вот. Это опять-таки нужно время. Какие-то несколько поколений, и тут на русском будут говорить очень мало людей. Это естественно. Это такой исторический процесс, мы не можем его подогнать. Лет 20 сколько? Я не знаю. Не знаю. Это все как-то очень индивидуально. Но для меня очевидно, что так произойдет. Ну, мы колония. Мы только недавно выскочили. Ну, что можно... Нам 4 года, по сути. 4 года, ну, шнурки на ботинках ребенок не завязывает. А что еще колониального вот ты наблюдаешь в нынешней Украине? От чего нужно избавляться? Ну, очень много сведомость, прежде всего. Это самое главное. Все остальное второстепенно. Но опять-таки мы будем уходить от этого. Вот. Какое-то старшее поколение медленно, или может вообще. А молодежь, следующее поколение, дети, внуки, они очень быстро все это забудут. То есть им даже забывать не придется. Государство правильно делает, что запрещает телевизионные каналы и артистов, исполнителей, которые там замешаны в чем-то? Это опять-таки вопросы национальной безопасности. Бесперечно так. Все, что в интересах безопасности, мы должны понимать, что на одной чаше весов безопасность национальная, а на другой демократия. И прекрасно есть примеры самой демократической страны Америки во время войны, когда совершали совершенно недемократические вещи, хотя бы с этими концлагерями для японцев. А как могло быть иначе? Кстати говоря, часто же упрекают Порошенко, говорят, что он диктат, хочет иметь диктатуру, да, но вот о том, что ты говорил, диктатуру тут, мне кажется, априорно невозможно, потому что любой диктатор стирается в порошок за там, месяц один. Да? Не так. Да, над ним щелчок. Даже попытка этого тоже самоубийство. Попробовал, все, отвозите, да. Но все-таки вот когда война началась, и США, как ты верно говоришь, и Британия, да, вот нас украинцы сейчас говорят, вот вы закрываете, или там, какой там закрываете, какой Порошенко диктатор, все каналы пророссийские работают, они все ходят спокойно здесь, им ничего не угрожает, Мураевым завешено, он абсолютно пророссийский, кто там, Тарута, кто еще, этот, как его, Вилкул, Православ, Новинский, да, их вот такое ощущение, что вот если смотреть по билбордам, что оккупация, вот реально, да. И вот что с этим делать? И я, в принципе, думаю, что, ну, как-то, если бы эти люди такое говорили про Соединенные Штаты в условиях войны, где бы они находились, я не знаю, например. А у нас вот так. Да, может быть, это правда. Может быть, конечно, надо было пожестче. Но черт его знает. А если прикрутить гайки, не вылезет это как-то боком, я не знаю. Это уже вопросы тактики. Ну вот западники нам говорят, вот. Да? Вот немцы говорят, например. Вот, да, не надо нарушать демократию, не надо это делать, не надо то делать. Я говорю, давайте так. Бавария оккупирована Российской Федерацией. И вот ситуацию нашу беру и туда переношу. Что бы делало ваше государство? Ну, там цензура, не цензура. Они подвисают просто. Они вообще не знают, что сказать. Говорят, этого не может быть просто. Ну, кто бы вообще нас учил демократии, как не немцы? Немцы сами вообще плохо знают, что это такое. У них демократия вообще вот в историческом разрезе очень, как бы, это смешно. Ну, кстати, но они немцы демократы, понимаешь? Да, такие демократы.
Если бы не американцы, они бы до сих пор бы кричали «Зиг Хайль». Да. Потому что это, куда ни крути, но это славный момент их истории. Да. Вот. Товарищ Подеревянский, тебе предоставляется последнее слово, у нас 30 секунд. Друзі, все буде добре. Все. Подерев'янський сказав, що все буде добре. Я йому вірю, я не знаю чомусь. А зараз мы прощаемся с вами. Я хочу обратить ваше внимание, что в 10 часов вечера по Киеву в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН будут рассматривать проект резолюции по Крыму, Азовскому и Черному морям. Там будет выступать Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, лидер крымского народа. И наш телеканал будет транслировать это заседание ООН в прямом эфире. Смотрите, не переключайтесь. С нами сегодня был Лесь Подерев'янський. Дуже дякую, Чухсава вас. Дякую. У нас интересно смотреть.